называется экологическая интерпретация. Вот вы возле этого на галерее были, вот, и там один из постоянных сюжетов это горная река, и на этой горной реке там еловый лес, вот, а в еловом лесу стоит юрта, а еще рядом там пасутся кони. Обязательно скакун, да. Вот, и все это на прекрасном фоне Северных гор. Вот, вроде бы идея супер идея. А это самое гадкое издевательство над природой. Именно с экологической точки зрения. То есть, что себе ни в коем случае не позволяли наши предки. Чтобы они ставили юрты на берегу реки горной. Это полный идиотизм. Это горная река, она может в любое время выйти из берегов и смыть это все. И это может происходить ночью, когда они ничего не успеют сделать. Это раз. Выпасать скот в лесу, это еще больше идиотизм. Потому что как раз выпас скота в лесу провоцирует весенний поток. Вот. И плюс к этому, значит, лошади в лесу получают, значит, вот эту траву 40 раз меньше питательную, чем на нормальном пастбище. Раз. Плюс к этому само наличие лошадей и чабунов внутри леса. Это уничтожение леса, потому что там видно, что нет молодых елок. А это все должно быть все возрасты. Там должны представлены все возрасты, это если естественный лес. А тут только стройные большие ели, все. Это значит, вырубили чабуны и сожрали лошади. Вот и все. То есть там масса всяких, это я не все рассказываю, там можно все это. А это представляется как, так сказать, эстетически прекрасное представление взаимодействия человека с природой. Это дурачье. Главное, если бы раньше не было правильных, так сказать, взаимодействия, то это да. А тут предательство по отношению к предкам и по отношению к природе. Это раз. Это шаблон, да? Еще один. Тоже мы тоже не понимаем этого. То есть только через него мы можем это вообще осознать. Ну, и в возрасте наших детей, да. И в фотографиях, и в изображениях. Это тоже прекрасный вид гор. На переднем плане кроваво-красное поле маков. И там прекрасные девушки, которые эти маки охапками держат. Это все прекрасно, все замечательно, красивые девушки, красивые поле, красивые горы, все это. И это гимн разрушению природы. Потому что если бы это была естественное, значит, сообщество, если бы было естественное сообщество, ну, предположим, предгорной степи, да, то там один мак от другого находится на расстоянии до 10 метров. Это не такое кроваво-красное поле. Вот. То есть, значит, разрушили сначала вот это все. Там вот этот мак размножился как индикатор полной разрухи. Вот. Туда сажают девушек, которые ничего не понимают, что там произошло тут. И сам художник не понимает, и люди не понимают. А это все славится. И в подсознании у тех, да, что чем больше хамства мы допускаем по отношению к природе, тем это все прекрасно. Вот. И так далее. То есть вот это все тоже разрушает. Всякие наши. А раньше это было еще, так сказать, вот в советское время. Это были огромные такие чуть ли не плантации тюльпанов, и опять же те же девушки, которые с огромными охапками тюльпанов ходят. Потом это исчезло не потому, что стало, так сказать, не модно, а потому что тюльпаны исчезли. Тут с целыми машинами ездили и собирали эти тюльпаны для продажи.